Ну, коли починалася війна на Донбасі, ми просто не змогли добити ворога. Ко всем мусульманам, которые сегодня оказались в рядах вооруженных сил Российской Федерации, всякий, кто будет участвовать в этом, прямо или косвенно, так или иначе, прокладывать себе верный путь в ад. Насправді, це неминуче продовження гібридної війни, яку розв'язала Росія, окупувавши Крим. Я кличу вас на захист своєї честі, сім'ї та майна. Обращаюсь к имамам, религиозным проповедникам братских мусульманских народов Кавказа, Татарстана и Башкортостана. Россия сегодня проливает кровь невинных детей и женщин в Украине. Целенаправленно бомбит больницы и жилые дома. И под любым предлогом не идти в ряды вооруженных сил РФ. И объяснять это всем юношам призывного возраста, их матерям, отцам и родственникам. Те, кто оказался по невежеству и незнанию в рядах русской орды РФ сегодня, может по собственной воле сдаться в плен. Наше духовное управление, мы позиционируем себя исключительно проукраинским духовным управлением. У нас нет никаких связей с Россией, собственно, мы им ничем не обязаны и ничего не должны. Наша задача – это как бы строить мусульманскую уму именно в Украине. Таким образом, я не могу сказать, что на оккупированных территориях Донбасса мусульмане могут себя чувствовать свободно. Там никто не чувствует себя свободно. И я призываю вас, мусульмане России, всячески не принимать участие в этой войне, не поддерживать путинскую власть. И вообще, чего вы ждете? Пока все войска стянуты и героическая украинская армия отбивается от них, начинайте освободительное движение в своей стране. Так, на фронт пішов голова духовного управління мусульман України Саїд Ісмаїлов. Перед цим він склав повноваження духовника. Мы уже защищаем и дальше будем защищать нашу родину, нашу страну Украину, нашу землю, наши семьи, наших детей. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант – максимально убегать, уклоняться от мобилизации, чтобы вас не отправили сюда пушечным мясом. Ну, а если уже эта беда с вами случится, то выходите с поднятыми руками, мы будем брать вас в плен. Поэтому мы заняли одну позицию против политизации религии. Мы против того, чтобы были какие-то батальоны по национальному признаку или по религиозному признаку. Батальоны украинские и проблема украинская. И решение проблем должно быть украинским. И поэтому, значит, если это уже не украинский закон, не украинские госорганы, то, конечно, и будет отличие в выполнении любого закона. نتوجه إلى الجميع ونطلب لمن له النفوذ والتأثير في اتخاذ القرارات أن يسعى كل جهده لإيقاف هذه الحرب. Ми хочемо виступати підтримкою та надійною опорою для розвитку України разом до перемоги. З Днем Незалежності України!